Дачники вновь в центре внимания инспекторов. В общественной приемной главы республики прошла прямая линия для владельцев земель в садовых товариществах. На вопросы жителей по телефону отвечали специалисты Россельхознадзора, Росреестра, Пожарного надзора и администрации Сыктывдинского района. Первый вопрос задала дачница из Сосногорска. Подскажите, пожалуйста, вот я прочитала в СМИ информацию о том, что на даче нельзя, на своей собственной даче, которую я приобрела, заплатила за земельный участок, построила дачу, я не могу пожарить шашлыки в мангале. Так ли это? Готовить пищу в мангалах и других, так сказать, специальных устройствах в обычном режиме можно на своем участке при соблюдении определенных правил размещения мангала можно готовить, если не введен на этой территории особый противопожарный режим. То есть в условиях особого противопожарного режима использование открытого огня на территориях запрещено. Специалисты пожарного надзора уточнили, что под запретом и приготовление еды на углях. Сегодня особый пожарный режим действует в Сыктывкаре, Ухте, Сыктывдинском, Сосногорском, Усть-Вымском, Ударском, Сысольском и Ижемском районах. Нарушители в этих городах и районах заплатят штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Выявляют нерадивых дачников с помощью рейдов. В этом году сотрудники Пожнадзора совершили уже более 1500 обходов, составили 16 протоколов об административных нарушениях. Также во время прямой линии специалисты напомнили дачникам и владельцам земель сельхозназначения о соблюдении порядка на своем участке. Не допускается зарастание, не допускается захламление. Надо своевременно проводить все мероприятия с целью использования земельных участков. То есть и спашку проводить, баранование, дискование, у кого что ли, да? Хобби, кто с какой целью берет земельный участок, для каких целей использования. За порядком на дачных участках следят сотрудники Росреестра. Как пояснили нашему каналу специалисты этого ведомства, при проверке они обращают внимание на границы земель, цели использования, а также на чистоту территории и наличие сорняков. За мяту и одуванчики инспекторы наказывать рублем не будут, чего нельзя сказать о борщевике. Владельцам заброшенных участков грозит штраф от 10 тысяч рублей.